Сәлеметсіңдер ме, құрметті білім алушылар, студенттер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз ауыспалы осы шақ. Тема, которую мы сегодня будем с вами проходить, ауыспалы осы шақ. Сперва остановимся к названию данного вида времени. Осы шақ – это время, то есть настоящее. Это вы уже знаете, поскольку мы с вами проходили до этого нақ осы шақ. Сегодня другой вид, второй, а всего их два, вид настоящего времени – это ауыспалы осы шақ. По значению это время говорит, когда мы используем глагол в этом времени, мы говорим о действии, которое происходит постоянно, часто, периодически повторяется, либо это констатация какого-то факта. Если вы учите или учили английский язык, вы знаете present simple. Так вот, по значению он вполне совпадает с данным видом времени. Но образуется, конечно, естественно, абсолютно другим способом. Почему это время мы не назвали жай осы шақ, раз уж оно простое, как в английском, или қарапайым осы шақ, или прочее. Почему мы назвали ауыспалы? Ауысу – это меняться, ауыспалы – переходное, переменное. Вот сейчас хочу заострить ваше внимание на том, что переходное оно, потому что именно в этой форме, в контексте, будет оно еще и будущим временем. То есть вот именно это, что сейчас я вам объясню, как оно образуется, именно этот глагол мы можем использовать в будущем, в простом будущем времени, только в другом контексте. Если мы скажем ертең, завтра, келесі жылы, на следующий год, это уже получится простое будущее время. Поэтому данный вид времени усвоить и понять, также употреблять очень полезно. То есть в одном виде вы будете знать, как употреблять два вида времени. Это простое настоящее, очень часто широко используемое, и простое будущее, не менее полезнее, то есть чаще употребимее. Сонымен, ауыспалы осы шақ жасау үшін бізге негізгі етістік, основа глагола, это обычно у нас повелительная форма второго лица, бұйрық рай. Бару – бар, оқу – оқы, жату – жат. То есть мы убираем у инфинитив, у нас получается негізгі етістік. К негізгі етістік мы должны добавить а, е, и, көсемше, депричастный оборот в казахском языке. В зависимости от того, на какой звук заканчивается наше слово. Если слово твердое и заканчивается на согласном, мы добавим а, например, бар, бара. Если слово мягкое заканчивается также на согласное, это будет е, например, кель, келе. И если слово твердое либо мягкое и заканчивается на гласный звук, мы чередуем и поставим согласный после него и краткую. Мысалы, ойна, ойнай. И дальше, чтобы определить, кто это выполняет действие или будет выполнять в будущем, мы добавим, конечно же, жіктік жалғау, личное окончание. Это у нас в утверждении. Давайте посмотрим. Например, мен барамын. Бар – основа, а – это вот наш причастие, который составляет ауыспалы осы шақ, и лицо. Кто это делает всегда, постоянно, часто, или констатация какого-то факта? Я, мын. Екінші жақта сен, көр, мягкое слово, сің. Сіз, ойла, твердое слово заканчивается на гласный, поэтому подставляем согласный краткую и. Ойлай, сыз. Ол, қон, қонады. Біз жүреміз. Сендер қуан, обрадоваться, қуанасыңдар. Сіздер қала, қала это слово амоним, қала это желать. Вы желаете. Сіздер қала, қалайсыздар. Олар секір, прыгать, секіреді.
Они прыгают. Постоянно, часто, или когда видят лужу, они через нее прыгают. Это у нас утвердительное предложение. Но по сравнению с, например, нак-осышак, настоящим длительным временем, образуется намного легче. То есть синтетическим способом. Следующее, о чем нужно здесь знать, это как образуется отрицание. Тоже, в отличие от нак-осышак, образуется намного проще со вспомогательной отрицательной частицей маме, бабе, папе. К основе глагола мы добавляем данную частицу. Потом после него, после этой частицы, если здесь а и и, здесь в отрицании из 3 депричастных вариантов фонетических только будет и, потому что, заметьте, все отрицательные частицы, аффиксы заканчиваются на гласный звук, соответственно, только согласные из них мы возьмем. И кто это не выполняет действие? Жиктык жалау, лицо. Во втором столбике здесь приведены отрицания данных глаголов. Мен барамын, мен барма и мын. Сен көресің, сен көрмейсің. Сіз ойлайсыз, сіз ойламайсыз. Ол қонады, ол қонбайды. Біз жүреміз, біз жүрмейміз. То есть здесь ничего сложного нет, то есть здесь нужно везде добавить после отрицания и краткую. Это будет депричастный оборот. Но вы должны отрицательный аффикс поставить правильно. Я надеюсь, как всегда, на вашу интуицию, потому что наш уровень А2, вы здесь на нашем уровне уже должны уметь подставлять правильные фонетические варианты. Если вы этого делать не умеете, затрудняетесь, то посмотрите соответствующее видео, где объясняется, какой фонетический вариант аффикса нужно употреблять в соответствии с законом сингармонизма в казахском языке. И последнее, что мы должны знать, это когда мы образуем вопросительное предложение, нам нужно употребить вопросительный уже не аффикс, а здесь частицу в конце предложения. И не забываем, что они абсолютные омонимы грамматические, но здесь дает значение отрицания и пишется слитно внутри слова, в слове. А здесь дает значение вопроса и пишется отдельно. Вопросительная частица всегда в конце предложения. Вопросительную частицу мы не будем употреблять тогда, когда у нас вопрос не к самому глаголу. То есть ходишь ли ты? Это вопрос к глаголу, к действию. Выполняешь ли ты это действие? Тогда сен барасың ба. А если вопрос другой, где мы употребляем вопросительное местоимение кашан, кім, не үшін, қалай, то вопросительную частицу употреблять в данном случае нельзя. Например, сен кашан барасың. Здесь будет повествовательное, то есть утвердительное предложение, и, соответственно, просто будет стоять вопросительное местоимение. Там употреблять частицу маме, бабе, папе не нужно и нельзя. Образуется вопросительное предложение, когда мы к утвердительному просто в конце добавляем маме, бабе, папе. Например, мен барамын ба, сен көресің бе. Обращаем внимание на вариацию фонетических аффиксов. Сіз ойлайсыз ба, ол қонады ма. Біз жүреміз бе. Сендер қуанасыңдар ма. Сіздер қалайсыздар ма? Олар секіреді ме? И в третьем лице еще здесь такой случай, когда мы можем убирать жиктык жалғау личное окончание в вопросе. Ол қона ма?
олар секреми. Вот это все, что вам нужно знать по ауспалу осушах. И чтобы закрепить знания по данной теме, обязательно выполните все грамматические упражнения, которые и будут у вас по учебнику. Назарларыңызға көп рахмет.